Как улучшить генофонд коров и повысить их надои? В агрофирме Альдеевская это точно знают. Уже несколько лет там занимаются искусственным осеменением, а этой осенью туда завезли нетелей из Германии. В племенном хозяйстве ставку делают на высокопродуктивный скот. Насколько агрофирме это удается, выясняла наш корреспондент Анастасия Евгеньева. В кабинете Татьяны Майоровой все как в настоящей операционной. Колбы, шприцы, спирт, микроскоп и сосуд Дюара. Именно здесь специалист готовится к процедуре осеменения. Главное – простерилизовать все инструменты, забрать спермодозу и оценить ее качество. А в этом сосуде находится самое ценное – семя высококлассных быков-производителей. Спермодоза здесь хранится по температуре минус 196 градусов в жидком азоте. Семя быков сюда привозят не только из Чувашии, но и из Москвы. Храниться в замороженном состоянии оно может десятки лет и не терять при этом своего качества. При помощи искусственного осеменения приплод у коров рождается здоровым. Искусственное осеменение ведет к крупномасштабной селекции, тем самым повышается, например, породность животных, продуктивность, исключает различные болезни, которые передаются естественным быком от быков. Экономическим данным, если корова оказывается стельной, она уже возрастает в цене на 17 тысяч. В агрофирме следят не только за генофондом коров, но и за тем, что они едят. Корма здесь свои – кукурузный силос, люцерновый сенаж, зерно и сено. Все коровы здесь поделены на несколько групп по удоям. У каждого свой рацион питания. Из-за того, что вот высокоудойная группа, у нас концентратов побольше, там кукурузного силоса тоже побольше. Потому что им надо получать энергию для молокоотдачи. А другая группа у нас среднеудойная, другая низкоудойная. Вот низкоудойные, они должны получать поменьше энергии, уже они должны готовиться к отелу. Уже несколько лет в корм добавляют кукурузный силос. Его хранят в специальных ямах, трамбуют, накрывают пленкой, добавляют специальные биологические консерванты. По мнению работников агропредприятия, такое сбалансированное питание повышает не только надои молока, но и его качество. Самое ценное в кукурузе зерно. В нем содержится крахмал и сахар. Является основным молокогонным компонентом. Здесь, кроме початков, кроме зерен, еще стебли, сама вегетативная часть растения. А тут этой осенью стали обживаться иностранные гости – коровы галштинской породы. Привезли их из Германии, сейчас период адаптации у них прошел. Чувствуют себя хорошо. Мы их привезли для того, чтобы улучшить в дальнейшем свои показатели. Они сейчас являются чистокровными галштинками. По продуктивностям матерей, предков смотрели бабушек, матерей 13-14 тысяч. Дальнее посмотрим, мы тоже рассчитываем на то, что они нам дадут хорошую продуктивность. Отелы от них мы ждем с Нового года. В прошлом году средний надой на одну корову в этой агрофирме составил 8200 литров молока в год. В планах на ближайшие 2 года увеличить его до 9000. Анастасия Евгеньева, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.